общественное телевидение, ожидания и реальность. Для разговора мы пригласили известных тележурналистов. Я вот представлю вот по порядку. Кайыргуль Урунканова, Тамара Валиева, Өмирбек Сатаев. Ну, мои коллеги в представлениях не нуждаются, поэтому давайте сразу перейдем к разговору. В последнее время вот именно общественная телерадиокомпания, ну, которую мы привыкли называть там, КТР, КТРК, ОТРК, все понимают, о чем идет речь, оказалась в центре общественного внимания. Да, вот этому предшествовали такие инфоповоды, как объявление выборов нового главы КТРК. Недавно было, ну, можно сказать, непонятное избрание нового члена наблюдательного совета КТРК. И вообще стала подниматься проблема в целом. Да? Ряд депутатов заявили о том, что государственные телерадиокомпании неэффективные, вообще и в целом СМИ, но прицел именно был вот на больших телеканалах. Звучали конкретные предложения продать их, да, приватизировать, отдать в частные руки. Мы все понимаем, чем это вызвано. Да? Действительно, общественная телерадиокомпания, на которую возлагалось очень много надежд, ну, прямо скажем, во многих моментах, наверное, ну, буксует. Да? Я не хочу брать на себя смелость каких-то субъективных оценок, я просто как бы суммирую реакцию нашей зрительской аудитории в Кыргызстане, реакцию, мнения и оценки нашего общества. И в этом плане, вот, когда вот такой хор разнообразных голосов, очень, конечно, хотелось бы послушать профессиональный, взвешенный и объективный взгляд людей, которые не понаслышке знают эту сферу. Ну, Тамара Валиева была редакционным советником КТРК. Наблюдательного совета. Да. Кайыргуль, она руководила компанией. Өмирбек Сатаев. Я там тоже когда-то начинал работать. Да, то есть так или иначе. Очень долго работал. Да, ну, неудивительно, КТРК по полному праву считается кузницей телевизионных кадров. Вот трудно найти более-менее такого известного журналиста, да, который хоть как-то не соприкасался. Это говорит о том, что никому не равнодушна судьба общественного телевидения. Опять-таки с учетом того, что в 2010 году очень много было идей, предложений и ожиданий, что мы получим современное, эффективное телевидение, и которое будет как раз-таки служить для пользы всего общества. Но, к сожалению, не все получилось так, как мы планировали. Итак, ну, давайте, наверное, по порядку, да, Кайыргуль, тогда вот. Мое мнение? Да. Мое мнение все закрыть и начать все сначала. Но для начала нужно понять, что такое общественное телевидение и есть ли оно у нас в Кыргызстане. Общественного телевидения в Кыргызстане нет. Давайте не будем создавать для себя иллюзии и не строить какие-то планы на будущее, исходя из того, что мы сейчас имеем. А мы имеем что? В основе развития общественного телерадиовещания, public broadcasting, как это было заложено, ну, например, в Великобритании, что заложено в основу? Да? Ну, хотя бы не в основу работы общественного телеканала, а в основу концепции, да? Принципов, да? Самое главное – доступность для каждого члена общества, потому что общественные телерадиокорпорации мира существуют за счет телевизионного налога. У нас такого налога нет. И, скорее всего, он не будет введен, потому что наше общество и народ не готов платить за то, чтобы смотреть телеканал.
потому что народ хочет смотреть телеканалы бесплатно, как он уже к этому привык. И, естественно, для того, чтобы внедрить общественное телевидение, это нужно воспитать уже новое поколение, которое будет готово платить за то, чтобы смотреть действительно общественные телеканалы. Это вот то, что касается идеологии или идеи вообще вещания общественного канала. У нас в Кыргызстане есть, вот все спорят со мной, да, говорят, общественный канал, почему ты все время говоришь КТР, там, общественный ты упускаешь. Я могу сказать только одно. У нас есть национальный государственный телерадиоканал. Хотите вы этого или нет? Вы его хоть горшком назовите, но он будет национальным государственным телеканалом, потому что он финансируется за счет государства. И он управляется полностью за счет администрации президента, даже не администрации Джугурку Кенеша. Ну, исходя из того, что там наблюдатели общественного совета избираются, там 5 членов от парламента, 5 от общества. И сейчас я вижу просто вот размыли у нас в Кыргызстане понятие общественность. Да? Ну, не просто размыли, они его просто... настолько, она прошла вот деградацию, да, не прогресс какой-то, а деградацию. Сейчас просто я предлагаю вообще закрыть общественные советы при канале, потому что на самом деле этот орган не работает. Почему не работает? Потому что 2017 год, когда были очень жесткие репрессии со стороны государства на те или иные телекомпании, на какие-то СМИ были внедрены в Кыргызстане. Именно так называемый общественный телерадиоканал делал все возможное, чтобы преподнести эту информацию до народа, что это нормально, да, что вот СМИ, такие как «Заноза», которые обложили там многомиллионными исками, телеканал «Сентябрь», его уже обозвали оппозиционным, хотя туда никто не хотел приходить, и поэтому, естественно, другой стороны не было, потому что никто не хотел давать интервью. А откуда мы будем нарывать интервью второй стороны, если они вообще не хотели сотрудничать с этим телеканалом? Его вообще потом закрыли, как вы знаете, да? Там, где я, кстати, последнее время работала. И наш общественный телеканал сделал все возможное, чтобы преподнести аудитории информацию обо всем этом, ну и, конечно же, не только обо всем этом, о том, как политические оппоненты, да, подвергались репрессиям и тому подобное. Он преподнес так, как это нужно власти. То есть что мы имеем? Мы имеем то, что имеем. У нас нет такого общественного рупора. У нас существуют какие-то частные, может быть, некоммерческие структуры, которые пытаются быть общественным рупором. Но на самом деле это не их задача, да? Задача частных телеканалов или частных каких-то СМИ выжить. Потому что буквально львиная доля нашего рынка, я имею в виду рекламного рынка, уходит на большие каналы. Да? Открыли доступ к ОРТ, чтобы ОРТ ты здесь зарабатывал. Ну, уходят туда все деньги. Все деньги уходят на, хорошо, давайте скажем, общественный телерадиоканал. А все остальные должны выживать. Но, тем не менее, роль общественного рупора в нашем Кыргызстане имеют частные телеканалы. Да, и частные какие-то СМИ, которые пытаются преподносить правду и пытаются хоть что-то говорить в нашей стране. Так что поэтому общественного телеканала у нас не существует. У нас есть государственный телеканал, который делает то, что прикажут свыше. И выборы членов наблюдательного совета или общественного совета, общественного канала, как я вчера сделала материал, это на самом деле показало тот факт, что все у нас в стране решается группой лиц, которые диктуют, что делать. Да? И, к сожалению, зная эти группы лиц, мы понимаем, к чему мы докатимся уже практически через год. Потому что это был фарс,
как выбирали какого-то простого члена общественного совета, который на самом деле ничего там не решает, потому что руководитель общественного телеканала, он с ними, я не знаю, советуется или нет, но они реально никакого воздействия ни на руководство, ни на контент, не на то, чтобы привлечь финансирование, как это вообще заложено, может быть, в основе, как я уже сказала, в Великобритании. Ну, я не знаю, сейчас я не читала, чем должен заниматься общественный совет, но Национальный наблюдательный совет национальной телерадиокомпании, тогда, когда я была генеральным директором КТРК, он действительно проводил 2 раза в год какие-то совещания, просто отчет принимал и уходил. Я тогда тоже думала, а это все? Типа, а что он, в чем смысл? Может быть, что-то еще вы предложите для развития нашего телеканала, потому что 1 голова хорошо, а 12 голов еще лучше, да, сели, давайте разберем, может быть, что-то мы не так идем, куда мы не так идем, но давайте вместе направим. Вот этого нету, вот этого разговора между общественным советом и руководителем общественного канала нету, потому что априори все решения принимаются в совсем другом месте. Вот мы сейчас, Катя, как раз подошли к теме развития телеканала, да, и я хотел Тамару спросить, да, это сейчас я задам вопрос. Тамара, вот мы всегда вот становимся свидетелями, вот какие-то интересные периоды нашей жизни, назовем так, когда происходит транзит власти, и образуется какой-то такой политический вакуум, да, нужно отметить, что в такие моменты КТР уже можно смотреть, там становятся очень интересными передачи, куда-то исчезают эти блэк-листы, да, вот, людей неугодных, которых никогда не приглашают, они начинают приходить на ток-шоу, на передачи. Это о чем говорит? То есть, в принципе, конечно, КТРК не безнадежен. Он может хорошо работать, у него мощный потенциал, мощная техническая база, традиции, люди. Как мы уже отметили, мощное по нашим меркам государственное финансирование. И еще плюс ко всему у КТРК неплохие возможности для зарабатывания рекламных денег. Да? Он один из, может быть, даже лидеров по рекламным доходам. Вот как это все заставить заработать? Вот я спрашиваю тебя, как у человека, который из присутствующих последним там работал, а следовательно, наверное, лучше понимает. Я ушла чуть раньше, до вот известных событий 2010 года. Ну вот что я хочу сказать. Вот все то, о чем ты говорил, это свидетельствует о том, что коллектив на канале очень потенциален, да? Он очень крепок, профессионален. И то, что когда в моменты, как ты очень красиво сказал, транзита власти, когда вот это давлеющее око перестает над ним давлеть, и коллектив начинает показывать весь свой потенциал, все, на что он способен, да. Он начинает выговариваться, он начинает работать так, как он хочет. Но потом проходит время, все понимают силу этого канала, и все, конечно, хотят его прибрать к рукам, и какие-то определенные политические силы его, естественно, прибирают к рукам. Ну, понятно, какие силы, те, которые сейчас у власти. И все. Опять коллектив душат, опять ему диктуют, что надо делать, вплоть до того, как сюжет надо подавать, в каком ракурсе. И все, коллектив опять зажимается, и просто молча люди отрабатывают. Вот так это все происходит. И это беда. Беда, и это совсем не общественное телевидение, в этом я с Катей очень согласна. А вот как можно освободить от этой политической зависимости? Вопрос очень сложный, да? Вот стать по-настоящему общественным. Вот что такое общественное телевидение? Это телевидение для народа. И народ должен научиться содержать то телевидение, которое он хочет видеть. Но народ у нас не совсем желает вкладываться в это телевидение. Хотя он вкладывается. Мы платим налоги, на эти налоги
мы содержим сам государственный аппарат, и, соответственно, этот государственный аппарат выделяет из этих же наших денег определенные деньги государственному каналу. Ну, я не оговорилась, государственному, я его никак не могу назвать общественным. Вот, вроде бы это те же самые народные деньги, но они перераспределяются не так. А нужно сделать так, чтобы народ напрямую как-то платил эти деньги, обходя вот эту казну государства. Потому что когда он попадает в казну государства, то все государство в лице чиновников считает их своими деньгами, а не нашими народными. И вот поэтому вот этот механизм прямого финансирования канала, это вот как раз-таки один, не единственный, но один из таких принципов общественного функционирования общественного телевидения. Но это будет революционный шаг. Вот Айгуль не зря сказала, что... Конечно, к этому надо быть готовым. Ну, например, я готова платить. Так или иначе, я плачу эти деньги, да, в виде налогов. Но я хочу, чтобы вот эти мои налоги, часть какая-то вот я платила напрямую. Там, я не знаю, будет счет, там, я не знаю, что-то, куда я могу напрямую на телевидении финансировать. Вот этот механизм, во многих странах он уже продуман. При покупке телевизора это заложено, допустим, да, этот налог. Там или еще какие-то иные формы есть. То есть те, кто хочет реально произвести вот такую революцию и сделать наш канал КТРК по-настоящему общественным, ну, в принципе, можно это все изучить, да. И я уверена, что очень многие ездили во всякие зарубежные поездки по изучению опыта. Но, как мы видим, этот опыт не реализован. Поездки были, но опыт этот в нашей стране он не применился. И поэтому вот я с грустью соглашусь с Катей, что общественного телеканала у нас нет. И я очень пессимистична в этом вопросе. Я считаю, что в ближайшее время такого общественного канала мы не получим. Это грустно, конечно, но я так думаю. Вы знаете, вот, например, есть государственный канал, есть общественный канал и есть частный канал. И народ наш должен выбирать, что он хочет смотреть. Хочет частные каналы смотреть, он должен иметь возможность смотреть частные каналы. Хочет смотреть государственное телевидение, он должен иметь возможность смотреть государственный канал. Но также у него должно быть право на просмотр общественного канала, который выражает общественный интерес. Да? Но у нас вот этого права нет. Мы смотрим государственный канал, который управляется с Белого дома. Вот такая грустная картина. Можно я добавлю, да? конечно. Я прошу прощения, Мурбек-Баки. Я добавлю, исходя из того, что народ может платить, хочет платить, что это такое, да? Телеканал «Сентябрь», он был практически за 1 год поставлен на ноги. И он уже имел популярность среди аудитории, то есть люди хотели его смотреть. Не только потому, что там был плюрализм мнений, и мы предлагали всем площадку, то есть мы говорили, вот вам открытая зона, приходите, говорите все, кто что хочет. Мы даже предлагали свободным журналистам создавать свои проекты за наш счет. Да? Мы говорили, хотите, давайте вместе что-то будем делать. Поэтому Нары Наиб, да, приходил и делал свои проекты, Адиль Турдукулов делал свои проекты. Да? То есть мы сделали так, чтобы действительно общественности доносить информацию с первых уст. Потом, тогда, когда телеканал был закрыт, он закрыт был незаконно, я до сих пор это могу утверждать, несмотря на то, что было принято решение уже Верховным судом. После того, как телеканал был закрыт, встал вопрос мы перешли на другой формат, на интернет-формат. Я открыла YouTube-телеканал, и мы туда перешли, Джалбарак ТВ. Да? И тогда наши коллеги сказали, а давайте мы будем собирать вам деньги, давайте вот откроем счет, и мы будем финансировать вас. Вы же вот остались же практически без ничего, без финансирования. Я даже помню, что Азамат Танаев перечислял нам по 500 сомов каждый месяц для того, чтобы чем-то помочь. Да? Мы открыли счет Эльсома.
дали в люди, сказали, вот, пожалуйста, хотите другую точку зрения, поддержите Джалбурак, да, и мы вместе с вами, люди, будем работать, и вместе для вас будем работать. И что вы думаете? Кроме Азамата никто не платит. Кроме Азамата нет. Там были люди, там где-то 5 человек перечислили деньги, ну, собралось где-то около 5000, я не знаю, что там, по-моему, этот счет до сих пор стоит. Вот все. Потом все. То есть, как бы даже по 5 сомов никто и не... Нет, я не знала об этой. Даже по 5 сомов никто и не... В принципе, если бы каждый человек по 5 сомов хотя бы, да, перечислял бы деньги, я думаю, что какое-то будущего у вот этого ресурса, может быть, был бы. Да. Вот, Юмирбек, я как раз таки хотел спросить вот по поводу этого, да, как вот включить механизм вот действительно широкого народного участия, чтобы люди сами проявили интерес, чтобы они формировали вот какой-то свой гражданский общественный запрос. То есть каким должен быть ОТРК. Широко обсудить для начала принципы финансирования. Да? Может быть, действительно те самые пресловутые 5 сомов, да, которые, как мы знаем, в масштабах всей нашей страны, да, всех наших огромных диаспор за рубежом, которые и так миллионами, миллиардами перечисляют на родину деньги. И, глядишь, может быть, тогда что-то смогло бы измениться? Ну, вы знаете, я не буду ставить диагноз, он как бы известен, все прекрасно знают, что собой сегодня представляет так называемое общественное телевидение. Есть только вывеска, все остальное соответствует традициям лучших советских времен. Вот. С этим, я думаю, все согласны, как бы говорить об этом далее, ну, смысла нет, все очевидно и понятно. Вот. Другой вопрос, что с этим делать, это самый главный сегодня вопрос, который стоит на повестке. Да? Ну, на самом деле, вот последний скандал с выборами члена наблюдательного совета, вот Чинары Капаровой, да, я слушал, мне это было интересно, там, как это все происходит, почему. И вот некоторые же наши коллеги, ну, я не буду называть имен, говорят, вот этим должен заняться глава государства, только он в силах поменять ситуацию. Ну, коллеги, никогда власть не будет делать то, чего ей невыгодно, понимаете? Это очень мощный инструмент КТР сегодня, все это понимают. Вот, и никто его просто так вот не отдаст. Ребят, делайте, что хотите, говорите, о чем вам соизволит. Такого, ну, не произойдет. И ты прав, что это должно понять, дойти до каждого зрителя, для аудитории, ну, как сегодня говорят, до гражданского сектора, да, вот, и ожидать чего-то сверху, что произойдет чудо, ну, не произойдет это никогда, поверьте. Вот. И сегодня, в первую очередь, журналисты, есть медиасообщество у нас, вроде бы их много, да, международная организация. Ассоциация телерадиовещателей. Просто нужно собраться и спокойно поговорить, да? Как быть сегодня. Понятно, что это все закручивается вокруг системы, понимаете? В государстве, которое десятилетиями жила при авторитаризме, ну, не может происходить таких чудес в одночасье. Вот. Ну, это очевидно. Только в прибалтийских странах там сложилось общественное телерадиовещание. Все. В других государствах происходит то же самое. В Армении было общественное телевидение, в Грузии когда-то тоже объявили. Ну, там такая же ситуация, как у нас сложилась. А может быть тогда есть резон вот, в предложении депутатов там, приватизировать? Вот, как ты считаешь? Ну, вы знаете, возможно, это тоже выход. И вообще, что скрывает, да. Что может скрываться? Да, я как-то предлагал, не только я, там ряд коллег, в Интерньюз мы обращались, давайте проведем слушание, в конце концов, да, по общественному телерадиовещанию. Назовем все своими именами,
определим какую-то стратегию, поищем какой-то выход сообща. Просто так ждать, ну, это бессмысленно. Ну, я думаю, потихонечку мы к этому придем, потому что, ну, без конца это не может происходить. И дело даже не в директорах. Кто бы туда ни пришел, понимаете, то же самое. Да. У нас потому что все закручено вокруг системы. Ну, кто утверждает членов наблюдательного совета? Парламент. Какой у нас парламент? Ну, все же прекрасно знаете. Да. Они выбирают таких же, как они сами. Очень удобных людей. Вот. И поэтому сегодня и население, и медиасообщество, гражданский сектор должны просто собраться, провести слушания, депутатов привлечь и так далее. Поэтому у нас, да, ты прав, что не революция, народ собирается возле ОТРК, возмущается, да? Будущий президент обещает, что все, наконец-то у нас будет общественный, но опять все потом возвращается на свои места. Вот так и будет продолжаться, ребят. Ну, никогда не произойдет чудо. Я помню, были в наблюдательном совете личности. Помните Эрнест Абдыджапаров, когда хлопнул дверью и ушел? Вот это был поступок члена наблюдательного совета, вот, который был бунтарем, ну, потому что он киношник, у него мышление другое, у него есть внутренняя свобода, в конце концов. Да, творческий человек, да, это был поступок. Кто после этого из членов наблюдательного совета хоть раз хлопнул дверью и сказал свою позицию? Ну, я не припомню больше такого. Ну, может быть, ладно, выбрали бы Чинару Капарову. Ну что, один в поле воин, когда у нас один человек мог... Да, он может высказаться, да, свою позицию, это может послужить каким-то кличем, да, но не более того. Вот можно я дополню? Я, возможно, один из самых таких старинных поборников, что ли, общественного телевидения еще в начале нулевых. Я вот ратовала, еще будучи сотрудником ОТРК, я везде, на всех общественных площадках ратовала за то, чтобы канал стал общественным. И помню, меня внутри нашего же КТР в этом вопросе не все поддерживали, мягко говоря. Вот. И я помню, что когда, помните, митинги 2006 года, 2007 на площади, когда вот старая площадь, новая площадь, противоборство там, я помню, выступала даже на митинге по этому поводу, говорила людям, вам нужно общественное телевидение? Все кричали там «да» и так далее. Вот эта эйфория, вот я помню, это было все. Меня потом на КТРе за это называли «чыктанче». Вот, я через это все прошла. Но вот что бы я хотела сказать, я предлагаю вообще революционный ход. Оставим КТР в покое. Пусть он, вот как есть он номинально государственным, вот пусть он остается государственным, потому что у государства, ну, тоже есть право на то, чтобы свои идеи доносить до государства. Ну, пусть доводит через КТР. Сейчас в эпоху цифрового телевидения, когда практически таким же охватом обладают другие каналы, ну, может быть, нам надо другой канал делать общественным, вложить туда все свои силы, весь потенциал, в виде новый дом, чем пытаться ремонтировать старый. Вот я уже склоняюсь и к такой мысли. И вот и этот наблюдательный совет там не нужен. Это просто вывеска для того, чтобы, ну, зарубежным гостям говорить, вот у нас есть общественное телевидение, вот у нас наблюдательный совет, который избирает гендиректора. А то, что этот наблюдательный совет избирает по указке из Белого дома, ну, мы же об этом умалчиваем тем же зарубежным гостям и так далее. Поэтому вот я бы предложила такой ход, какой-то другой канал, который на самом деле является, ну, по распространению сигнала, они все в одной, так сказать, лодке сейчас. Вот. У нас в Кыргызстане сейчас существует 56 телеканалов, которые вещают в сегменте Сонарипа цифрового телевещания. Создавать еще что-то новое – это деньги, потому что телевидение, чтобы создать телевидение, нужны огромные средства. И, скорее всего, вот это предложение, оно будет, как бы, ну, не будет настолько реализовано, канал, которое… Он уже есть. Вот возьмите любой канал,
По каналу распространения, вот что такое общественное телевидение? Первый, еще один признак, принцип работы – это общедоступность, чисто географическая. Должно быть у этого канала географическая такая доступность. Да. Вот просто чисто географическая. Смотрите, у нас есть 5-й канал для этого, да, вот сейчас это тоже государственный телеканал, Вот можно его, считать, может быть, вырвать надо вот из его лап и делают, государства. Если вы не заметили, он уже практически делает тоже, точно так же. Вот я сейчас вот закончу, да, свою мысль. Там интересные программы. Конечно, критиковать можно и как бы бесконечно, но мы имеем то, что имеем. Исходя от того, что имеем, я бы предложила все-таки реализовать вот эту мысль, то, что вот, ну, хотя бы не общественное, да, хотя бы доступное, да. Для этого необходимо расписать ну, как бы инструменты внедрения. То есть я так полагаю, что ну, изначально, когда вводилась вот эта необходимость в том, чтобы создать общественный канал, ну, все руководствовались тем, что это нужно и как это делать. Может быть, я предполагаю, что тогда действительно была такая, ну, замечательная ситуация для того, чтобы ее внедрить. Может быть, тогда были не так хорошо доработаны инструменты внедрения. Вот, ну, например, вот давайте я на примере расскажу, да? Чтобы сделать какой-то сюжет, ты должен его расписать. Ты должен расписать от и до. То, например, там, где должен стоять интервьюер, у кого ты будешь брать интервью, как будет расписан текст, где будет у тебя стендап сделан, где ты сделаешь лайв, например. И в конце вывод, да? Вот это же инструменты для того, чтобы сделать сюжет. Точно так же, если в большом формате взять, необходимы точные инструменты, и чтобы эти инструменты работали. Да? Может быть, потом мы можем выйти из вот этой тупиковой ситуации, что мы создали то, чего не работает. Для того, чтобы заработало, может быть, действительно нам необходимо разработать работающую систему инструментов, чтобы пошагово шла вот это. Если например, за неработающий какой-то орган, исполнительный орган, да, например, директор, да, неправильно идет в русло, там, неправильно преподносит информацию, то есть он не соблюдает принцип открытости и доступности, тогда разработан вот такой инструмент его наказания или, может быть, его как бы вот, ну, направление в другое русло. Ну, хотя бы вот так выйти из ситуации. Потому что, вот как говорил покойный Шимканов, взять и там бомбу бросить, и чтобы там начать новую жизнь, так не получится, потому что в этот канал вбухано огромное количество денег, и сейчас как бы он обновлен технически, да, естественно, от этого никто отказываться не будет, ни руководство телеканала, ни общественные советы, ни парламент, ни как бы лица, принимающие решения, да, и поэтому. Вы знаете, вот с такой идеей создать общественное телевидение на базе частного канала люди уже вынашивали, ну, ко мне подходили, мы говорили об этом. И мне кажется, это наиболее приемлемый вариант, потому что там, где есть государственное финансирование, там никогда не будет общественного нормального телевидения. Там будет просто вот Гос-ТВ и все. Как ни крути, да. На базе частного канала это можно сделать. Да, в КТР вложили огромные миллиарды средств. И японцы, и европейцы, и Интерньюз нам создавал, и Интемах создавался. Интемах тоже полугосударственный. Вы видите сейчас, в каком он состоянии. Ну, не общественное это телевидение. Да, там более-менее работают профессиональные ребята, они хорошо работают, но по идеологическим признакам оно не соответствует, как ни крути. И я считаю, вот если на базе какого-то частного канала создать общественное телевидение, это более реальный и подходящий вариант, мне кажется. Да, тогда туда, если он будет по форме как бы обнадеживать, тогда и иностранные фонды, международные организации, они поддержат. Вот. У нас есть правозащитники, которые себя просто не обморали ничем за эти годы.
Пусть они там будут, будет нормальный контроль общественный. Тогда это дело можно сдвинуть с места. Вот. Как бы другого варианта я пока не вижу. А сейчас, ну, наше телевидение, оно государственное, общественное. Кстати, директора все время ездят почему-то загранкомандировки и говорят, вот модель общественного телевидения на постсоветском государстве. Ну, ребят, должна быть какая-то интеллектуальная ответственность, совесть, в конце концов. Как можно обманывать вообще людей ради загранкомандировок? Ну, пора это прекратить вообще. Вот, спасибо. Вот еще одна тенденция. У нас вот ОЖ-ТВ, да, вроде государственное сейчас, да? Пятый канал, Пирамида и КТР, да? Вот 4 телеканала, которые государственные. Частное партнерство. ЛТР. ЛТР еще, да. Вы знаете, я что хочу сказать? Я сейчас работаю в банке. И понятно, что к нам в банк, тем более мы Госбанк, да? И понятно, что к нам обращаются в том числе и телеканалы с просьбой о помощи, об оказании там услуг и так далее, и так далее. Вот что я заметила. Государственные каналы, они, честно говоря, не хотят уходить от государственного финансирования. Наоборот. Более того, они идут на то, чтобы через государство влиять на тот же, скажем, на наш банковский сектор, чтобы мы охотнее шли на сотрудничество с ними. Понимаете? Особенно вот такое идет воздействие на компании с государственной долей. Ну, такие скрытые преференции. Да? Да. То есть вот, понимаете, под крылышком у государства, что я этим хочу сказать? Конечно, им очень комфортно, не нужно о многом думать, да? О той же заработной плате, государство оно как-то финансирует и так далее. Частным, конечно, приходится за каждую копейку бороться, драться, выживать и так далее. И вот, может быть, один из вот этих государственных каналов, которые само государство не в состоянии содержать, оно напрягает, грубо говоря, да, другие госкомпании, у которых есть госдоля, но им тоже нужно зарабатывать. Понимаете, это все равно компании, которым нужно зарабатывать. У них основная цель – это прибыль, да? Но мы вынуждены поддерживать. Почему? Потому что государство само не в состоянии их содержать. Ну так отпусти. Один из этих каналов отпусти, тот же вот пятый канал, на котором сейчас довольно интересный контент идет. Ну давайте, пусть его государство отпустит из своих жарких объятий, ну а общество попробует его принять. Еще вот в конце я бы хотела обозначить, что на самом деле телевидение это уходит уже в прошлый век. Сейчас огромное количество аудитории переходит на получение доступной и оперативной информации с первых уст на интернет. И исходя из этого тоже нужно предусмотреть шаги для того, чтобы вот подумать, что будет через 5 лет с телевидением. Потому что действительно жалко тех денег, которые были вбуханы, да, в общественные телеканалы, ну и в пятый канал тоже, потому что, несмотря ни на что, это был то ли парламентский, то ли государственный, то ли сейчас, я не знаю, какой сейчас частный стал. То есть в любом случае 56 каналов для Кыргызстана – это очень много. В любом случае наш медиарынок, он очень как бы узкий, потому что рекламный рынок, он маленький, да, он практически доля там малюсенькая по сравнению с Казахстаном. Естественно, эти 53, они не выживут за 5 лет. И нужно государству тоже подумать, что оно не будет доить национальный канал как бы бесконечно, потому что нужно уже думать, трансформироваться в современное общество, потому что мы все говорим, мы движемся к какой-то глобализации. Вот только вот пример сегодня уже вернется, да, со Астаны, где вот обсуждался вопрос, да, вот цифровизация, там что-то вот такое, да. Мы к этому идем, но, извините меня, вы отстанете сзади, когда все страны СНГ уйдут вперед, а мы будем сидеть и думать, ой, а почему мы 5 лет не подумали о том, чтобы придумать какие-то новые форматы общения с аудиторией, потому что новые форматы общения с аудиторией нужно думать сейчас, потому что сейчас
зритель, который сидит по ту сторону экрана, он уже не хочет смотреть то, что видит сейчас, да? Потому что эти говорящие головы, бесконечные 40-20 минут, может быть, кому-то интересно смотреть то, что даются 40-50 минут, но бабушкам там, да, а новое поколение, вы хотите потерять его, это новое поколение, потому что оно давно ушло в интернет, а в интернете чего только нету. Я, например, создала первое в Кыргызстане интернет-телевидение «Говори ТВ». Потому что я считаю, да, сейчас его мало кто смотрит, но через 5 лет его будут смотреть, потому что нужно двигаться как-то вперед. И я знаю, какой контент у меня будет через 5 лет, да. Поэтому и государству тоже нужно думать, что он хочет. Он хочет жить с этой аудиторией, которая сейчас сидит по ту сторону экрана, или хочет все-таки воспитать новое поколение, новое, хорошее, достойное поколение для того, чтобы это поколение работало на государство, да? Потому что через 5 лет оно потеряет государство, это поколение, потому что молодые люди, где-то 40-45 лет, они все в интернете сидят и получают информацию с интернета, не только с кыргызского инета, да, кирнета, но и из других источников. Вот я думаю, что над этим нужно еще поработать и подумать. Эмирбек, вот я полностью с тобой согласен. Если я правильно понял мысль, когда ты предлагал альтернативные варианты решения этой проблемы, да, вот как нам, в конце концов, создать общественное телевидение. Действительно, директивы всегда будут побеждены со стороны живых инициатив. Никогда невозможно будет создать что-то хорошее, стоящее, да, идеальное только путем издания какого-то там постановления, да, определения там готовых финансовых источников гарантированных. Вот мне кажется, может быть, действительно, как говорят, истина где-то посередине, да, и путем просто синтеза всего того, о чем вы говорили, да, ваши предложения, хотя они со стороны могут показаться противоречивыми, да, но еще не факт, что нельзя все эти предложения объединить вместе, использовать все самые ценные идеи и действительно что-то создать. А насчет КТРК в целом, я думаю, с учетом того, что Интерньюз реализует сейчас проект People-метрии, и мы через какое-то время наконец-таки получим самые точные данные, что смотрит наше население, что и как смотрит. И когда мы получим реальные цифры, тогда тоже будет уже более проще разобраться, на каком месте и каким уровнем, да, обладает та же общественная телерадиокомпания. И отсюда уже можно будет делать какие-то практические выводы. А если статистика окажется не в пользу общественного ТВ, я об ОТРК, естественно, говорю, да, то тогда как раз-таки мы получим ответ на твой вопрос, Кайыргуль, да, почему столько денег на протяжении стольких лет, как ты сказала, вбухиваются, да, и тогда уже просто придется принимать какие-то волевые политические решения. Но самое главное, эти решения уже будут зрячими, они будут подтверждены какими-то цифрами. А то, что смотрят на самом деле наши граждане, я уверен, что это в конце концов и должно будет стать общественным телевидением. То есть государство должно будет заключить некий договор с этим телерадиовещателем, обговорить цивилизованные правила игры, и для того, чтобы кто-то обеспечивал страновую информационную повестку. Есть еще вопрос кибербезопасности, информационной безопасности уже глобальной. Мы же не зря говорим, да, о
глобальном вот этом явлении фейк-ньюс, пропаганды, да, такой внешней. Вот, и все остальные вещи, например, те же самые социальные инициативы, то, что мы называем госзаказом, да, и как бы, ну, ни одно телевидение не против его, в принципе, получать, да, если на деньги государства делать передачи там, о культуре, повышать там правовую грамотность, историю. Просвещенные передачи, да, почему нет? Это будет, конечно, только здорово. Да, будем надеяться. Если у вас нет вот резюмирующих каких-то заключений, тогда позвольте, во-первых, сказать вам спасибо за то, что нашли в выходной день время, пожертвовали своим личным временем, пришли и приняли участие. Спасибо всем зрителям, которые смотрят нас сейчас онлайн. Я, к сожалению, из-за ограниченности времени, дорогие наши зрители в Фейсбуке, прошу прощения, вот мы хотели вас включить как бы в процесс, в обсуждение, вопросы ваши получить, но эта запись будет висеть на сайте Центра политика, на странице Центра политико-правовых исследований. Вы можете оставлять свои вопросы, предложения, может быть, какие-то возражения, да, вот с тем, что вы сейчас услышали. И я уверен, что все наши уважаемые эксперты, гости сегодня обязательно на них потом уже ответят, да. Ну, а тема, наверное, мы сегодня только копнули ее, мы, да, вот слегка, да, мы только вот потянули за ниточку вот этого огромного, сложного, запутанного клубка. И если реакция будет позитивная, если, да, вот мы вот как уже потом зайдем на страницу, почитаем, что пользователи сказали, если все это имеет смысл, и давайте еще раз соберемся. Мне кажется, необходимо здесь вторую сторону, да, людей, которые вот имеют какую-то другую точку зрения, потому что вот мы здесь действительно собрались те люди, которые уже в телевидении не первый год, и мы имеем здравую позицию по этому вопросу. Нам бы хотелось узнать, может быть, есть какие-то сумасшедшие классные идеи, которые мы еще не знаем. Замечательное предложение. Давайте через какое-то время соберемся и устроим настоящий дискуссионный клуб. Приглашайте. Вот, да, с приглашением как раз-таки, может быть, оппонентов, может быть, тех людей, которые придерживаются. Люди, которые будут с нами. Все, договорились. А пока попрощаемся всем. До свидания. Спасибо.